здесь есть чеченцы, а есть ли ингуши здесь проживают? في هون الشيشان ولكن هل في إنجوش عايشين في الأردن؟ إنجوشيتيا. موجودين نعم. Да, у нас есть народность Ингушетии. Они тоже относятся они в черкесский центр? هم كيف بيتبعوا أكتر مع الشيشان ولا مع الشركس؟ الإنجوش حاليا موجودين مع الشيشان. На данный момент они с чеченским народом. Какие у них взаимоотношения между собой? Такие же крепкие? علاقتكم كيف بين بعض؟ Как всех кавказцев? يعني ما في شيء وصف محدد، هم جزء مكون من مجتمعنا، يعني ما بننظر انه والله هذول انجوش، نعتبر انه مكون من يعني احد مكونات مجتمعنا، فعلاقات زي علاقة اي زي ما مكون من داخل مجتمعنا. Очень крепкие отношения, потому что у нас нет различия между ингушами и чеченцами, нет такого разделения. Нет такого разделения, и мы между собой тоже как бы женимся, и они даже находятся в наших центрах, и у нас вообще очень близкие, мы считаемся одним единым. يعني كمان شغله امين السر تبع جمعيه اصدقاء الشيشان اللي كان بيحكي عنها باشا هو من انجوشا. Один из самых главных людей из центров, о которых он говорил. لا باشا عمو اللي كان قاعد قصدك؟ سميح باشا. Например, я хотел бы сказать, наша старейшина Самих Баша является ингушом, который только что давал интервью, который возглавляет Центр братьев, друзей народов Чечен. Всю свою жизнь, конечно, я работала во внутренних органах, на данный момент я пенсионер. Одна из моих работ на данный момент я возглавляю 3 работы. Есть представители, которые назначаются народом, есть представители, которые назначаются королем. Вот я являюсь одним из представителей, который назначает король. У нас есть свои работы, свои задачи в этом плане. Следующая степень – это в исследовательском центре научных деятелей всего Востока. Я тоже возглавляю и являюсь частью этого центра. Третья уже степень моя, в которой я работал изначально, участвую и вкладываюсь. Мне очень интересно. Это Кавказский спортивный центр, в котором очень много лет, с 1932 года, король Иордании нам помог открыть этот центр. В этом центре мы занимаемся именно систематически подготавливанием ребят к спортивным подготовкам. Мы иногда проводим разные лагеря, ставим перед собой разные задачи, и благодаря этому центру у нас очень много своих спортсменов, которые хорошо натренированы в разных сферах спорта. Конечно же, этот центр открыли наш народ. Как вы видите, народ физически сам востребовал эти спортивные движения. Наш народ всегда был открыт к спортивным, культурным и религиозным темам. Хотел бы отметить, что Кавказский спортивный центр передает не только такие спортивные программы, но и культурные. Мы поддерживаем все программы, которые хранят нашу историю. То есть для этого мы создаем разные проекты, в которых в дальнейшем будем говорить. Следующим этапом я расскажу. Очень немаловажную часть сыграла школу, которую мы открыли. В 1932 году также была открыта школа, которая называется школа Энахда, и она занималась именно исследовательской кавказской формацией. Для чего была создана эта школа? Во-первых, в этой школе обучались по очень особой программе, и заканчивая эту школу, дети подготовленные избирались только на высоких постах.
С 1932 года наши предки работали и служили для того, чтобы из нас, из наших детей выросли люди очень важные в обществе и среди больших людей. Конечно же, центр, этот спортивный центр, который мы открыли, он немножко характеризуется по своим названиям. Центр зеленого спорта. Почему зеленого? Чего же это значит? То есть это зеленый цвет там добра. إيجابية وليست سلبية. Конечно же, этот зеленый цвет, он определяет сам по себе значение. Зеленый цвет мы понимаем, конечно, есть ассоциации и с природой, есть ассоциации с добротой, с миром во всем мире. Конечно же, оно само по себе, этот цвет, характеризует цели нашего центра Кавказского спортивного. Это не только для развития, мы также поддерживаем и природу во всем мире. Мы поддерживаем наш народ, развиваем его. Флаг этого центра является синим цветом. Цель и характер именно этого центра несет зеленый цвет. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. У нас проходит по проектам развития языка, который периодически подается, поддерживается, а мы со своей стороны можем только поддерживать такие программы. Если мы видим люди заинтересованные в развитии, и они владеют, например, языком или каким-то определенным предметом, как культура, история и так далее, мы вкладываемся в этих людей, мы их поддерживаем с нашей стороны. Дальше уже мы проводим День кавказского спорта, то есть есть такие дни у нас в году, которые мы проводим и поддерживаем. День культуры для того, чтобы народности вокруг нас не думали, что культура для нас это только танцы и песни петь. Они должны понимать, что у нас есть своя история, есть своя кухня, есть своя ручная работа, которой мы были очень знамениты. И для этого мы вкладываемся в то или иные проекты, как вот в День культуры, например. Дальше у нас уже День женщин Кавказа. Почему не международный день, а именно женщин Кавказа, в котором мы полностью поддерживаем и признаем даже на международном уровне, насколько роль женщины на самом деле важна для нашего народа, насколько женщины сделали в обществе столько всего полезного. Мы отмечаем этот день, и для женщин мы делаем особенную программу. А дальше уже проекты относятся полностью к развитию детей, то есть их будущее. Во что мы можем вкладываться для нашего будущего поколения, какие для них будут самыми такими полезными программами, полезными проектами. То, что я в данный момент озвучил, это разные проекты, в которые мы спортивного центра можем избирать такие проекты, в которые мы можем вкладываться. Конечно же, особое внимание я хотела бы объяснить, поделиться и даже подчеркнуть, что наш народ, он настолько прилегается к спорту, что среди нас появляется с каждым разом все больше и больше сильных людей и спортсменов, которых они подготавливают.
Так как я работал во внутренних органах, трудно было выезжать, но как только появился интернет, мы выходили на связь с нашими братьями. То есть интернет — это такая возможность открытая, чтобы поддерживать хорошие отношения, хорошую связь. После того, что я вышел на пенсию, легче можно было выезжать, заезжать. Помню мой визит по Кавказу. Это был день самый главный для всего кавказского народа, не только для Иордании. Это визит принца Али по Кавказу, и я был один из людей, который присутствовал и участвовал в этой программе. Мы прошли весь путь на конях, и это незабываемо. У нас еще есть программы, которые мы делаем 12 июля, которые относятся к Дню культуры кавказцев в Иордании. На данный момент мы в этом году организовываем это среди чеченцев, но в следующем году все наши кавказские центры будут включены в эту работу. Конечно же, не без поддержки принца Хашима, который полностью нас поддерживает. И, как вы видите, государство Иордании, королевство Иордании дало нам возможность создаться, сохраниться в этой стране, и делали все возможное для того, чтобы мы себя здесь хорошо чувствовали. Хотел бы ответить на вопрос, который вы заранее спросили моего старшего, что заставило наших людей подняться на таких уровнях и работать в таких больших постах. Конечно же, большую роль в этом, помимо образования, сыграла наши кавказские ценности. Мы понимаем, какая у нас идеология, какой у нас менталитет, какая у нас сила, наша честность, наша гордость, наша внутренняя кавказский дух, кавказская сила, которая нам полностью показывала, отличала нас именно в хорошую сторону, и поэтому нас избирали. Все, что есть у нас в народе, в традициях, все, что у нас есть, все, что нас обучали и передавали с поколения в поколение, оно на самом деле очень качественно и ценится. И именно это сыграло большую роль для того, чтобы нас здесь избирали. Но согласишься ли ты со мной, что в Иордании так ярко, как в Иордании, потенциал горцев мало где? Есть где в какие-то периоды, но на данный момент мало где так ярко проявлялся. Именно такое отношение, да? Да, то есть, да, были периоды мамлюков, другие периоды, но вот на сегодняшний день так ярко, как этот потенциал сохранен, ярко проявляется у горцев мало где. Почему? لا استنى شوي كيف أسأل هذا السؤال سوري. Этому послужило тому, что наш приезд тогда еще не состоявшейся Иордании, мы сыграли роль в именно создании этой страны. И мы являлись основателей очень многих государственных и частных компаний и как бы основания всей страны. И только поэтому на сегодняшний день мы уважаемы в этой стране. Я хотела бы изначально поблагодарить то, что ты такая, несмотря ни на что, имея цель в своей голове, приехать издалека и снять такую очень важную тему, мы это очень ценим. И очень отдельно от себя хотел бы поблагодарить за твою такую внутреннюю воинственность. Спасибо. Барака. Шукран ктир. Как сохранить единство и соревноваться друг с другом в благом,
а не в дурном, как помогать друг другу. Дай советы на основе того, как здесь проживают черкесы, кавказцы, горцы. Изначально одна рука или одна сила именно вот этой кавказской идеологии является осознанием, что такое кавказцы. Для тех, кто признает себя кавказцем, а не каким-то отдельным народностям, только те могут сохраниться и жить дальше одной силой и жить дальше одним движением. На данный момент, конечно же, мы видим, что есть в каждой стране вот эти между собой битвы к лучшему, как развиваться. Развиваться можно через хорошие соревнования, можно развиваться через как бы неприятные поступки, нехорошие. Я предлагаю для начала осознать, что такое мы, кавказцы, только те, которые носят и хранят историю, язык, культуру, осознают, кто они, только они могут идти по правильному путю к развитию. Те, кто не сохранят ничего из этого, у них не будет такой цели к самосохранению, у них не будет цели развиваться в хорошую сторону. У них будут развитие и, грубо говоря, наступая друг на друга, чего не желалось. И как вы видите, на сегодняшний день наше общество здесь, как оно сохранилось, благодаря тому, что мы развивались, помогая друг другу, развивая друг друга, сохраняя свою историю, свою культуру, осознавая, кто мы. Если такового осознания не будет в каждой личности, то затруднится сам же человек. И находясь за границей, ты видишь, насколько по количеству нас и в скольких странах нас разбросало наш результат всего. Несмотря на то, что мы здесь сохранились хорошо, тоже есть, конечно же, свои минусы. А в других странах сохранили что-то, чего, например, мы не сохранили. То есть можно искать плюсы, которые можно объединить между собой. И для того, чтобы признать себя и понимать, как дальше надо идти, нужно понимать одну общую силу. Это мы все вместе. Да, Зайтабуб, за столь интересное интервью. Всех благ вам, пусть Всевышний пребудет с вами. До встречи дома. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله المرة الجاية نشوفكم في أرض الوطن. ان شاء الله ضروري. شكرا كثير، спасибо большое. Спасибо, Жан.